цифр много, вникать очень тяжело. Главная цифра, которая повлияла на бюджет республики, то, что по сравнению с прошлым годом доходы Татарстана сократились более чем на 30 миллиардов рублей. Снижение составило 33,9 миллиардов рублей или на 16%. Основной причиной снижения поступлений является волатильность цен на нефть и курса доллара, а также кризисные явления в экономике в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Как отмечают, от коронавируса больше всего пострадали розничная торговля и сфера услуг, то есть малый и средний бизнес. По прогнозам Минэкономики, в будущем году ситуация начнет управляться и будет небольшой, но все же экономический рост. А за счет чего прогнозируется рост потребительской активности? Потребительная активность, она во многом будет зависеть от заработной платы, от роста заработной платы. Задача наша заключается в том, чтобы эту поддержку получили именно те наши предприятия, малый и средний бизнес, которые, значит, в этом нуждаются. Или в результате, значит, тех мер поддержки, которые мы им окажем, соответственно, уже будет синергический эффект от этого развития. Сегодня было много вопросов, насколько это реалистичные прогнозы. В следующем году планируют иметь оборот малого предпринимательского предпринимательства 1 700 миллиардов рублей. Это 11-12% больше, чем в этом году ожидается. Вы согласны с этим прогнозом? Существующая ситуация может все перевернуть. Вот рассказываю пример вчерашнего дня. Вот события в Карабахе, да? Казалось, как Татарстан коснулись. Вот мне сейчас материал коснется нескольких наших крупных предприятий, некоторых малых, носит приличную сумму. То есть вот этот пояс не определен взаимоотношения с Беларусью, как коснется. Поэтому вопрос ваш правильный, на него я сейчас ответить вам не могу. Как вспоминают, последний раз такая неопределенность и трудность экономических прогнозов была в начале 90-х, во времена Егора Гайдара. Максимальный прогноз, который Егор Тимурович Гайдар давал по росту цен, он говорил пятикратный. Мы сделали несколько вариантов, заложили 15-кратный, он нам сказал, Егор Тимурович, дурака не валяйте, больше 5 не будет. По факту получилось 26. Сейчас, как отмечают, при максимально сбалансированном бюджете дефицит 3 миллиарда. Казна на 3/4 социально ориентирована. Учтены все первоочередные расходы, но депутаты советуют заложить еще резервы. Прогноз должен быть максимально реалистичным, рабочим, создавать необходимый запас прочности. Бюджет сегодня также обсудили на заседании комитетов по экологии, жилищной политике, законности и правопорядку. Все предложения обобщать для первого чтения. Утверждать казну начнут на сессии 29 октября. Всем советуют приготовиться к острой полемике и еще более детальному разбору показателей и прогнозов. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.